Добрый вечер. Они прошли все дороги войны вместе с бойцами, помогали выжить, вселяли веру в победу. Речь идет о военных песнях. И спустя 70 лет музыка и слова, рожденные в 40-е, пожалуй, никого не оставляют равнодушным. И сегодня у нас в антракте заслуженный артист России, певец, в репертуаре которого военные песни занимают особое место – Владимир Васильев. Владимир Васильев – солист татарской филармонии, художественный руководитель музыкально-литературного лектория, солист Татарского театра оперы и балета, старший преподаватель Казанской консерватории. В 2011 году издал труд «Моя семья», где представил свое генеалогическое древо вплоть до 11-го колена с начала 18 века. Здравствуйте, Владимир. Добрый день. Второй год вы руководите музыкально-литературным лекторием в Татарской филармонии. Буквально 5 мая состоялся концерт, посвященный 70-летию Победы. И вот, казалось бы, что можно еще нового рассказать об этих песнях, которые все знают, любят, уже 70 лет поют. Что вы еще рассказываете людям, как доносите эти песни до сегодняшнего поколения? Вы знаете, я хочу раскрыть вам секрет. Даже песня, которую ты исполняешь всю жизнь, каждый выход на сцену добавляет какое-то новое ощущение. Ты замечаешь какую-то новую интонацию, ты замечаешь реакцию зрителя. Одна из задач исполнителя заключается именно в том, чтобы проникнуть тем смыслом, который ты наполняешь песню, весь зал. Что вы привносите в эти песни? Я знаю, что ваша семья непосредственно связана с Великой Отечественной войной. У меня особое отношение, потому что оба деда у меня в 1941 году, они ушли на фронт, и, к сожалению, оба дедушки не вернулись. Для нашей семьи, как и для многих семей нашей большой страны, конечно, это большая трагедия. И я знаю свою бабушку, которая рассказывала мне, как она ждала своего мужа. Я знаю своих родителей, их рассказы, то, что с самого детства они были обречены вот на жизнь без отца. А что знаете о своих дедушках, которые погибли? Где воевали они? Что-то известно? Я знаю, что мой дедушка Владимир Глухов Владимир Григорьевич был артиллеристом. Бабушка мне рассказывала, что он дошел до Финляндии. От него пришло с фронта всего лишь 2 письма. И как бабушка говорила, потом были долгие годы ожидания, но до самого конца войны моя бабушка ждала своего мужа. К сожалению, он так и не вернулся. А другой дедушка ваш? Про другого дедушку, к сожалению, вот таких подробностей, кем он служил, я не знаю из рассказов своих родителей, но я ведь в свое время изучал историю своей семьи, и поэтому достаточно много работал в архивах, в военкомате, и все, что я знаю, то, что он ушел на фронт с первых дней, это в июне 1941 года, и пропал без вести в феврале 1942 года. Но главное, что они живут в вашей памяти, и вы говорили, что, исполняя военные песни со сцены, вы представляете, что в зале сидят они, ваши деды. Когда я выхожу исполнять песни военных лет, конечно, мне кажется, что где-то среди сотен тысяч зрителей, которые находятся сегодня в зале, где-то среди них есть и мой дедушка, и я не могу выступить сегодня плохо, и я стараюсь еще больше. Все-таки говоря об этих песнях военных лет, песни многие были написаны прямо в годы войны, на фронте, и стихи, и музыка. Прошло столько лет, и до сих пор они трогают до слез. Как вы думаете, вот в чем секрет? Почему? Они были написаны своевременно. То есть вот произошло событие или идет событие, Великая Отечественная война, вот написана песня, и она востребована временем. Эти песни писались настолько талантливыми композиторами, самородками
их творения просто не оставляют равнодушными и исполнителя, и слушателя. Есть у вас любимые песни военных лет? «Журавли», «Мгновение» из 17 мгновений весны кинофильма. Конечно же, это День Победы. Мне очень нравится песня, которая к Великой Отечественной войне не имеет отношения, но там тоже идет речь о солдатах, которые отдали за нас свою жизнь. Это песня «Я люблю тебя, жизнь». Мне кажется порой, что солдаты с кровавых не пришедшие полей не в землю нашу полегли когда-то, а превратились в белых журавлей. Они до сей поры с времен тех дальних летят и подают нам голоса. Не потому так часто и печально мы замолкаем, глядя в небеса. На музыкально-поэтическом лектории вы рассказываете, не вы, а ведущий всегда рассказывает, да, об этих песнях, об их историях. А вот вас история какой песни военных лет больше всего поразила, удивила, может быть? Многого, что мы узнаем сейчас, раньше, к сожалению, не было известно. А это очень интересная история. Например, та же самая песня «В землянке». Сурков, оказывается, посвятил это стихотворение своей супруге, которая в годы войны находилась в эвакуации в городе Чистополь. И понимаете, когда эту песню ты уже исполняешь с таким ракурсом, именно в Татарстане, приобретает особый смысл. Может быть, вот ваше такое отношение к Дню Победы, к составлению этих программ специальных, праздничных, связано еще и с вашим первым образованием. Вы же учитель истории, то есть вы как-то тоже, наверное, изучали, может быть, какие-то факты, да, о войне. Когда изучаешь историю как учитель истории, там сплошные цифры, даты, имена, вот эти схемы, куда какие войска направились, кто какой город освободил. Конечно, история, это да? тоже интересно. Мне это придает какую-то особую изюминку при исполнении. Но артист исполняет совершенно по-другому. Он наполнен эмоциями, он наполнен вот этим ощущением того духа, который он пытается передать в песне. Ну, как раз благодаря вашему, наверное, историческому образованию вы даже написали книгу, историю тоже, да, историю своей родной деревни. Расскажите, пожалуйста, как пришла такая идея, чем интересна история вашей малой родины? Деревня Поповки, Поповка. да, Заинского района. Ее историей никто раньше не занимался. Конечно, сведения о них они сохранились только на устах самих жителей, либо те самые немногочисленные архивные документы, которые сохранились в архивах Заинска или города Казани, или, например, статьи в газетах того времени. Так вот, что я хочу сказать. Это настолько интересный материал. Если тебе это действительно интересно, если ты неравнодушен к истории своей семьи, своей родной деревни, там можно настолько интересно углубиться, почитать вплоть до таких подробностей, из которых ты начинаешь сам выстраивать картину того времени. И я, пройдя этот путь, конечно, хотел бы посоветовать нашим зрителям, пока не поздно, начинайте изучать историю своей семьи, историю той деревни, из которой, скорее всего, они вышли. По всему видно, что вы действительно патриот, патриот не просто своей страны, но и своей малой родины. Действительно так? И как вот вы понимаете это понятие патриотизм? Патриотизм — это прежде всего начинается с семьи. Если ребенок ценит, уважает и почитает традиции своих родителей,
Если он воспитан в этом духе уважения к взрослым, вот с этого и начинается патриотизм. Вы исполняете партии, непосредственно тоже связанные с Великой Отечественной войной. Вот партия Ковалева в опере «Жиганова Джалиль». Это наша постановка оперного театра, на которую ходят школьники. Вот расскажите, пожалуйста, об этой партии, об этой опере, насколько она передает дух войны, на ваш взгляд? В каждом своем движении, в слове я пытаюсь произнести, сделать так, как сделал бы мой дед. Я представляю действительно вот эти боевые события и стараюсь перенести это в оперу. Есть еще одна опера «А зори здесь тихие», партию Воскова вы исполняли. А вы видели новый фильм? Если честно сказать, я видел только афишу, и у меня появился интерес сходить на этот фильм, посмотреть новое прочтение его, да. Нужно ли и сегодня людям искусства, режиссерам, актерам, писателям продолжать создавать произведения о той войне? Здесь новое прочтение с пониманием для того зрителя, который находится в наше время. И поэтому я, конечно, только за то, чтобы, если тебя эта тема трогает, если она тебе не дает покоя, обязательно надо искать и находить что-то новое. В этом, наверное, тоже память. Спасибо, Владимир, с праздником вас. Спасибо вам. Всего доброго. И вас с праздником.